Добрый день всем. Хочу представиться. Меня зовут Мухаммед. Кто меня знает здесь в Казахстане, доктор Ишпайр. Я приехал в Казахстан в 2003 году. Я закончил школу в Палестине, в сектор Газа. Приехал с обмен студенты. Было, конечно, начало мой путь в Казахстане очень сложно, потому что это новая страна, новая культура. Начал мой путь в медицине, поступил в Асфендияров институт на первом курсе. Закончил, потом второй путь. Поступил в второй институт, это усовершенствование врача, который узкая специальность именно по лору. Работал около 10 лет в 5-й челюстной больнице, это государственная больница, именно занимается проблема с носом, с горлом, с ухом. Потом повышение моей квалификации, это поехал в Южную Корею, около 2 лет работал там и обучался именно на пластической хирургии, которую я хотел развить медицину в Казахстане. Открыть клинику – это была моя мечта, что создать свою клинику, которая была такая единственная в Казахстане актуальная клиника, которая будет помогать людям именно по здоровью и по эстетику. Открыть клинику – это не просто так, потому что я на себе очень долго и очень много работал, около 10 лет работал в государственной больнице, обычным врачом. Но я хотел изменить мой путь чуть-чуть, что стать ведущим, именно надо отличаться от других. Успех – это любая сфера, это надо отличаться от других. Когда вы отличаетесь, тогда у вас все получится. И начал, я помню, когда открыл мою клинику, это было в ковидные времена, в 2020 году. Было очень сложно, меня много уговаривали, не надо сейчас именно в этот, когда сложно, потому что все клиники закрыты были, очень много клиник не работали в этот момент. Ну, я начал мой путь именно в частной клинике, когда ковид было тяжело. Ну, потихоньку работали, развивались, и вот сейчас на рынке уже около 6 лет с моей клиникой. Ринопластика это делится на две, на эстетический и функциональный. Я как лор-врач, очень важно для наших пациентов, что они дышали полную грудь. Вот у нас в Казахстане каждый второй практически страдает затруднением носового дыхания. Поэтому мы останавливаем сначала дыхание и эстетику. У кого травмы были, или у кого там комплекс именно с носом. Это функциональный и эстетический ринопластика. Ну, когда начал в частной клинике, у меня маленькая была клиника, у меня сотрудников, около 4 сотрудника были. Это я, как хирург, клиника, основатель. Был анестезиолог, был доктор, который правая рука моя, и медсестра. Я сам был администратором, сам снимал на видео, сам оперировал, сам консультировал пациентов. У нас сотрудников около 45 сотрудников сейчас в данный момент в нашей клинике. Ну, клиника это не могу, это шоу-бизнес, это моя мечта была. Поэтому мы стараемся максимально, что было комфортно для наших пациентов. Раньше, я помню, наши граждане Казахстана, например, наши пациенты ездили много в Южной Корее, ездили в Германию, в Стамбуле на операцию. Поэтому сейчас эти пациенты наши, им комфортно, что оперируют здесь, в Алматы, рядом дома, потому что за границей когда ездите за границу, тяжело. И реабилитация очень важна после операции. Почему? Потому что после не просто оперируешь и домой. Надо тоже наблюдаться в клинику минимум там 2 недели. Ну, сначала мы, когда стипендию получали через банк для поддержки студентов, а сейчас уже банк очень много помогает мне именно с ним, с Центркредитбанк, мои сотрудники получают зарплату, помогает, потому что получается, у нас оборудование очень дорогие, мы получаем тоже лизинг, получаем через банк Дамумед для поддержки малого бизнеса. Это очень важно, потому что всегда должна быть поддержка, без это никак не получится.
Я советую, например, молодые доктора, что всегда учились, развиваясь, повышение своей квалификации. Надо всегда ездить за границу, обучаться. Нельзя остановиться, надо только вперед, что ради вашей мечты. Поэтому всегда риск есть, сложно в начале путь, но потом уже будет, я думаю, уверен, что будет все хорошо и все получится у вас, если у вас цель есть и мечта.